С Новым годом, телезрители! Да здравствует 23-й год, пусть все у нас с вами будет волшебно и сказочно. В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Сквозь январскую стужу, сугробы из мандаринов и ворох оберточной бумаги пробирались к вам Лейла Хамидуллина И мой соведущий Никита Гуров. А вот что подготовили в качестве подарка для вас наши ведущие. Все зимние каникулы и даже больше детская информационная служба будет радовать тебя звездными интервью, полезными лайфхаками и яркими сюжетами. Самые свежие новости и актуальные события наши спецскоры откопали вовсе не под елкой. Всем привет, с вами Кобяков, Алмаз Томас Мраз, Давид Деймур. Группа «Узорица». Специально для горы новостей. На календаре 6 января. Дух праздника повсюду, нужно как следует насладиться этим временем, а то оглянуться не успеем, как снова в школу. Это точно. Сегодня грузить вас серьезной информацией не будем. Давайте поговорим про историю и традиции одного из главных праздников страны. Да, для большинства россиян Новый год – это самый важный день в году, важнее даже, чем день рождения. Об этом говорят данные социологических опросов. Чудесная традиция наряжать всей семьей елку появилась относительно недавно. Первые рождественские елочки в России продавались уже наряженными, с фонариками, гирляндами, венками, яблоками и конфетами. Мне кажется, сейчас эта опция пришлась тоже кстати, с учетом всеобщей занятости. Первыми класть подарки под елку на Рождество стали немцы. В России этот обычай появился во второй половине 19 века. Стихотворение «В лесу родилась елочка» сочинила поэтесса Раиса Кудашева. Она долгое время не подозревала, что ее стихотворение стало популярной песенкой, пока случайно не услышала ее от какой-то девочки в поезде. Вот что значит отсутствие соцсетей. А вы знали, что не во всех странах существует Дед Мороз? Или даже его аналог. В Голландии детей поздравляет Синтеркласс. И делает он это не на Новый год, а в свой собственный день, 5 декабря. Накануне он прибывает на корабле из Испании, а потом скачет по крышам, заходит в дома через дымоход и оставляет в детской обуви подарки. А еще у него много помощников, их называют черные питы. Без них бы Синтеркласс не справился. Звучит как-то зловеще. Не бойся, черный цвет – это не всегда что-то плохое. Вот, например, в кожевенном деле черные материалы – это классика. И изделия из кожи чаще всего черного цвета. Через год я окончу школу, и вот я задался вопросом, а что если мне открыть свой кожевенный бизнес? Гора новостей на производстве у Азамата Рамиловича, идейного вдохновителя и создателя лейбла кожаных изделий Мосафир, что в переводе с тюркского означает «путник». Свой бизнес он организовал в 55 лет. Прежде чем как начать бизнес, сколько вы потратили на кожевенное дело? Деньги не главное. Я тебя удивлю. Почему? Потому что здесь, скорее всего, не про деньги, а про диагноз, наверное, скорее всего, про творчество, про искусство. Нам деньги нужны. Минимальное количество денег вот для того, чтобы начать свое дело, вот именно мое дело, скажи нам, ну там, допустим, 50 тысяч вполне хватит. Обязателен ли опыт работы в этом ремесле или можно по ходу научиться? Определенная разведка нужна. Но сейчас есть, скажу по секрету, есть великий университет для всех специальностей, называется YouTube. Итак, у нас есть 50 тысяч рублей и канал на Ютубе. Плюс к этому необходимо 3 года обучения. Азамат Рамилович знает, что говорит. В его компании порядка 12 специалистов. Сколько вы получаете с этого дела? У меня личная прибыль. Сегодня только я ребятам рассказывал, что у меня сегодня ни копейки денег нет. Многие ошибаются. Вот там, допустим, ты вложился и заработал деньги и положил в карман. Нет у меня денег. И денег у меня редко когда бывает. Но когда надо, я просто из оборота снимаю деньги, а в основном вкладываю. Я тогда спрошу по-другому. Сколько человек может зарабатывать в кожевенном деле? В кожевенном деле может зарабатывать. У меня один товарищ купил за год работы в своем направлении BMW. Вот это да, BMW? Интересно, а мастера кожевенного дела все катаются на иномарках? Сколько вы в среднем зарабатываете? На свои затраты все хватает. Допустим, я вот увлекаюсь рыбалкой, на рыбные принадлежности хватает.
Сколько времени нужно, чтобы научиться делать такие сумки? Ну, я научилась за 2-3 дня. Да, сколько нужно времени, чтобы сделать такой кошелек? Ну, это не кошелек, это док-холдер для документов, уточню. По времени, где-то полдня примерно. Сколько нужно работать в день, чтобы хорошо зарабатывать? Ну, обычный рабочий день можно работать. Сколько это? 9-8 часов. Может, 12. Вывод. Кто-то покупает BMW, а кому-то хватает только на рыболовные снасти. Что-то я не готов работать по 12 часов в сутки 5 дней в неделю за одни только удочки, пусть даже и хорошие. Быть директором однозначно лучше, чем рядовым мастером, но и у руководителя куда больше ответственности. В любом бизнесе существуют риски. У нас первый заказ был на 1 миллион рублей. Потом в августе был заказ на 2 миллиона рублей. Потом на следующий год у нас заказ вообще не стало. Я игнорил все законы бизнеса, все законы экономики я игнорил, все законы рекламы игнорил. То есть я хотел построить некое государство, которое не подчиняется законам экономики. Сегодня ты должен владеть азами, допустим, брендирования, упаковки, продвижения, социальные сети. Если ты все это будешь знать, тогда 50 тысяч, конечно, ты, может быть, намного раньше вернешь. Главная опасность в бизнесе – кассовый разрыв. Это когда не хватает денег на обязательные расходы – аренда помещения, зарплата работникам, оплата счетов. Какой самый ответственный этап производства? На любом этапе ты можешь совершить неповторимую ошибку. У нас одно изделие собирает один мастер. От начала до конца. Изделия изготавливаются из коровьей кожи. 1 квадратный дециметр стоит 25 рублей. Самой дорогой считается лошадиная кожа. Она очень тонкая и оттого сложная для обработки. Материал размером с лист формата А4 стоит 18 тысяч рублей. Ну, смотрите, вы рассказываете в первую очередь об искусстве, да, о любви к делу, но как заработать в первую очередь деньги новичку? К сожалению, 30% успеха зависит от твоей любви к ремеслу, от твоей способности создавать шедевры. 30%, а 70% зависит от умения продавать. Итак, вывод следующий. Для создания кожевенного бизнеса мне нужно 50 тысяч рублей, навык продвижения в социальных сетях, опыт по выделке и обработке кожи не менее 3 лет. Ну и, конечно, безграничная любовь к этому делу. Все цифры озвучены, все этапы показаны, осталось только скопить на первоначальный капитал и научиться кожевенному делу. Руслан Николаев, Равшан Артыков, специально для Горы новостей. Руслан, спасибо, очень интересное расследование, которое, я думаю, полезно не только старшеклассникам, но и взрослым. Возвращаемся к легендам. Первые стеклянные елочные шары появились в 1848 году в Германии. У нас тоже все игрушки стеклянные, мама просто не признает пластиковые. До этого елки украшали настоящими яблоками, но в том году случился неурожай, и тогда стеклодувы решили заменить фрукты стеклянными игрушками, чтобы было что вешать на елку. Выход есть всегда. Иногда что-то старое превращается в новое и стильное. Смотрите, это проигрыватель виниловых пластинок. У вашей бабушки 100% есть такой. Но что делать, если пластинка испортилась? Не выбрасывать же такое сокровище. В музее мастерской катушки-вертушки просто гора любопытных экспонатов. На этот раз мы пришли углубиться в тему виниловых пластинок. На этой пластинке находятся царапины. Слушать ее невозможно, поэтому мы превратим ее в настенные часы. В стенах музея пластинкам находят необычные применения. В музее катушки-вертушки с помощью лазерного станка создается вот такой дизайн. Вот станок. С помощью лазера он режет винил и создает оригинальный дизайн. Для начала заклеим старое яблоко, чтобы никто не узнал, что там за пластинка. В музыкальном мире яблоком называют наклейку в центре пластинок, на которой пишется название песен. Теперь установим часовой механизм. Часовой механизм найти не так сложно. Для этого не надо разбирать бабушкины часы, достаточно сходить в магазин электроники. Осталось установить батарейку и настроить точное время. 16:20.
В музее «Катушки-вертушки» можно не только слушать музыку, но и мастерить своими руками. Эмир Матьянов, Рамазан Мусин, специально для «Горы новостей». Эмир, спасибо. Мне кажется, что-то подобное можно сделать самим. Например, просто взять пластинку, часовой механизм, и получится отлично креативный подарок. Это точно. А вот в Китае подарков в 2 раза больше, ведь там Новый год встречают дважды. Сначала в ночь 31 декабря на 1 января празднуют Юань-Дань, а затем традиционный китайский Новый год или праздник весны Чуньцзе. У него нет постоянной даты, потому что китайский календарь лунный. Раньше Новый год в России праздновали 1 сентября, но 20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе на новое летоисчисление и переносе празднования на 1 января. Петр I также повелел на Новый год пускать ракеты, зажигать огни и украшать город хвойными деревьями. Оказывается, и на такие вещи издаются указы. А еще считается, что именно Петр I придумал прикручивать лезвия коньков к подошвам сапог, вместо того, чтобы прикреплять их ремешками. Тоже, наверное, указ подписал. Интересно, чтобы торт был неотъемлемым блюдом праздничного стола, тоже указ подписывали? Насчет этого я не знаю, но девочки из Каридельского района могут поделиться секретным рецептом вкуснейшего лакомства. Как решить вопрос с комочками манной каши? Что делать, если молочница постоянно убегает из кастрюли? Смотреть нашу рубрику «Пока варим». Рассказываю, для того, чтобы приготовить торт-десерт, нам понадобится печенье развесное, творог и сгущенка, молоко и сливочное масло, сахарную пудру и творожный сыр. Из техники нам понадобится миксер, но если у вас его нет, возьмите вилку. Смешиваем в миске творог, масло и сахарную пудру. Далее все тщательно взбиваем миксером. Теперь мы берем пиалу с теплым подогретым молоком. Будем макать туда печеньки. Каждые на 15 секунд макаем в подогретое молоко и раскладываем по тарелке. А теперь смазываем кремом. Теперь мы будем делать самый вкусный крем для нашего верхнего слоя. Для этого нам понадобится творожный сыр и сгущенка. У нас есть вот такие красивые украшения для торта. Давайте его украсим. Вот такой красивый тортик у нас получился. Заряженные и вдохновленные возвращаемся дальше к своим праздничным делам. На сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Лейла Хамидуллина и Никита Гуров. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.